Культура – это духовная память народа. Это то, что сохраняет человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, а также свою национальную идентичность и жизненную опору. Мы приветствуем всех зрителей нашего канала. В эфире программа «Культура». С вами Элиза Барахоева. И вначале коротко о главном. Послушайте! Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Так. Значит, кто-то хочет, чтобы они были! Маршрут в ГИТИС через Ингушетию. В нашей республике в рамках проекта «Юг России» прошли прослушивания абитуриентов, желающих поступить в Российский институт театрального искусства. Весенний вечер музыки подарили жителям Сунжи артисты Центра театра, кино и креативных индустрий. Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Марина Икажева делится своими впечатлениями о концерте. Посуда в национальном стиле. В Государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова прошла необычная колоритная выставка, отражающая богатство ингушской культуры. Маршрут в ГИТИС через Ингушетию. В нашей республике в рамках проекта «Юг России» прошли прослушивания абитуриентов, желающих поступить в Российский институт театрального искусства. Волнение, эмоции и огромное желание следовать к заветной мечте. Вот что характеризовало ребят. Ну а компетентное жюри было весьма рациональным и объективным. Когда открывается занавес и в вечернем освещении эти три стены, выходят таланты, актеры, знаменитости. А кто вам посоветовал этот монолог? Я сам выбрал. Хорошо. Ну, в общем, если вы хотите брать монолог из пьесы, надо прочесть всю пьесу, понять, про что она, какие ощущения она у вас вызывает. В Русском государственном музыкально-драматическом театре Республики Ингушетия собрались талантливые ребята из всех регионов Северного Кавказа, Астрахани и Калмыкии. Около 1000 человек претендовали на место в одном из самых востребованных факультетов ГИТИСа – актерском. Клянется, что не выдержит эту беззвездную муку, а после ходит тревожно, но спокойно наружно. Хорошо, давайте споем. Арабская ночь, дым горящих костров, здесь мистический край факиров и тайн, обмана и снов. Конкуренция большая, поэтому тщательная подготовка становится ключом к успеху. Абитуриенты это понимают и приходят на прослушивание с выученной прозой, стихами, а также песнями. Не обошлось и без импровизации. Именно так комиссия старается раскрыть личность каждого претендента. Возьмем мы зайца с черепахой для примера. Резона нет им в запуске бежать. Разнится вид, их стать и вся манера. Кто может в беге зайца перегнать? А я надеюсь, вдруг она сказала, что вы не сможете меня здесь обогнать. Вас обогнать уже не в силах буду? В своем ли вы, голубушка, уме? Проект «ГИТИС Юг» уникален. Он создан более 20 лет назад заслуженным деятелем искусств Ингушетии, заслуженным артистом республики, членом Союза театральных деятелей России, членом правления гильдии театральных менеджеров России и правления Международного института театра при ЮНЕСКО, советником ректора ГИТИСа Микаэлем Базоркиным. Для жителей Ингушетии и многих абитуриентов из различных регионов это возможность заявить о себе. Это шанс осуществить мечту. Как подчеркивает сам Микаэл, проект был разработан с целью помочь молодежи развиваться, а также решить вопрос кадровой нехватки в области театрального искусства нашей республики. Один из проектов нашей ассоциации, это вот именно проект «ГИТИС Юг», это основной наш проект, тот проект, на котором у нас многое зиждется, делаем упор. Вот, и в рамках этого проекта у нас уже более 20 лет регулярно, предварительно мы мониторим ситуацию, да, по республикам Юга России. Вот сегодня мы выросли до международного уровня, к нам уже с Белоруссии приехали по обменке, по квотам, сдавать экзамены. Ну, достаточно интересные, очень серьезные, очень разные ребята, очень разный уровень подготовленности. Есть субъекты соседние, да, где всегда стабильно, очень хороший, высокий уровень подготовки.
И много ребят приезжают, очень много. Там зачастую бывает больше, чем со всего остального юга России, и больше и поступают. Есть такие у нас. Вот, республики. Но показательный сам по себе уровень, да, подхода. Вот, например, поболеть за своих ребят. Завтра у нас конференция еще. Конференция, да, вот именно на эту тему, кадровый дефицит на театральном пространстве Юга России, вот, и пути его разрешения. Ну вот сегодня поболеть за своих ребят, поддержать их, приехал министр культуры Карачаево-Черкесии. Чрезвычайно важный проект для всего Кавказа, конкретно для нашей республики, потому что поступление в ГИТИС, главную кузницу кадров театральной сферы, это, конечно, мечта любого и абитуриента, и, конечно, любого директора театра, руководителя сферы культуры, потому что именно эти ребята в будущем будут развивать театральное искусство и культуру каждого из регионов и нашей страны. Поэтому огромное значение придается их подготовке, их поступлению. Очевидно, что нужно хорошо готовиться. Это высший уровень, высшая лига, и для того, чтобы пройти этот отбор, недостаточно просто приехать, просто показать свое желание. Нужна огромная подготовка, потому что отбирают лучшие профессионалы страны. Для кого-то это нужный опыт. Ребята некоторые делают первые шаги в этом направлении. К счастью, у нас есть уже и выпускники ГИТИСа, которые из актеров хотят переквалифицироваться в режиссеров. Для нашего региона сегодня режиссеры – это самая главная потребность в театральной сфере. Поэтому выражаю огромную надежду, что такой проект, особенно, что очень важно, реализованный здесь рядышком, в нашей братской Ингушетии, позволит нашим ребятам двигаться дальше. Очевидно, что такие же потребности и у наших других кавказских республик. И тем важнее, что проект вот так вот скоординирован. И хочу отдельно выразить благодарность Михаилу Базоркину, всей команде Ингушетии, которые такие проекты реализуют уже не первый год. Надеюсь, что ребята наши пройдут отбор. Те, кто не пройдет, получат нужный опыт и дальше будут по этому пути двигаться, развивая нашу культуру. Карачаево-Черкесию и Республику Ингушетия связывают давние побратимские связи. И история нашей дружбы уже тянется долгие годы. Я уверен, лучшее еще у нас впереди. И я хочу пожелать нашей братской Ингушетии развития, мира, стабильности, чтобы была возможность у всех ее граждан реализовывать себя на благо республики, чтобы каждый человек находил в родном регионе то, что ему по душе, и от всей души вкладывался в любимое дело и в развитие родной республики. Тогда и республика будет процветать, и у нас, у соседей, у братьев будет больше поводов для сотрудничества, возможности делать добрые дела вместе и также вместе развиваться. Поздравляю Ингушетию с этим праздником. И почти со всех субъектов были специалисты Министерства культуры как сопровождающие. То есть достаточно серьезный разброс. Приехали не только с Северного Кавказа, да, ребята приехали с Краснодара, с Астрахани, с Калмыкии, вот, я же говорю, даже с Белоруссии. Это уже международный проект получается. Вот. И у проекта очень хорошо наработанная репутация. И как бы, да, есть определенная боль моя, которую я всегда стараюсь озвучить, хотя меня не всегда слышат, и не всегда понимают. Раньше очень много ребят наших поступало, и далеко не только на актерский факультет. И вот весь наш театр, ГИТИС, да, состоит из тех ребят, которых мы когда-то подготовили, вернее, не ГИТИС, а наш театр, да, из ГИТИСа, ну, там не только ГИТИС, Щука и другие. И сегодня все ребята, которых вот мы знаем, которые в культуре, там, Алудин Исмурзиев, Рахманов сейчас на красный диплом закончил, да, Цероев Ибрагим, там, другие ребята, да, вот все, кого мы, ну, кроме тех, кто заканчивал, там, Гнесина, Айна и так далее, они все заканчивали по нашему проекту, отучились. И это же хороший, да, хороший кадровый, да, вот такая кадровая подпитка для нашей республики. Хорошие ребята, талантливые, это основа, опора наша театральной культуры. И сегодня просто некого. Люди не идут, не хотят поступать. У нас есть команда мощная, которую мы давно подготовили с московскими дипломами, не одним дипломом зачастую, которые бесплатно, где-то за это большие деньги платят, а мы бесплатно готовим желающую талантливую молодежь. Мы везде об этом кричим, по телевизору, в школах, на совещаниях, везде кричим. Но люди не идут, люди просто не идут, не хотят поступать. В других республик приезжают просто к нам, чтобы мы их подготовили. Приезжают, не лень людям приезжать из соседних республик или мы туда, вот, чтобы их здесь готовили. Готовы там тратиться на это и так далее.
Мы делаем для своих все это бесплатно, для своих, для меня весь Кавказ, в данном случае мои, да, потому что я возглавляю ассоциацию театров Юга России, да. Но сейчас речь об Ингушетии. Я имею в виду Ингушетию, да. И именно здесь находится мой офис, и все мы трудимся, которые вот, ну, те люди, которые трудятся на эту перспективу, на развитие этого направления, тоже, ну, как бы 99% это ингуши. Зачастую там, ну, вот, помогло в этом году Министерство культуры, да. Республике очень хорошо помогло, спасибо Залине Ильяновой. Основные требования к абитуриентам – это начитанность и погруженность в декларируемое произведение, умение чувствовать ту историю, которую они доносят до зрителя, и быть в моменте, здесь и сейчас. Большинство ребят, к сожалению, не прошли прослушивание, поскольку количество мест в ведущем театральном вузе страны ограничено, а конкуренция очень высока. Поступят только самые лучшие. Знаете, вот никаких гарантий мы не можем дать по разного рода причинам. Ну, например, там мне кто-то понравился комиссии, но они будут учиться у конкретного мастера. И у конкретного мастера есть свои представления о тех студентах, которых он должен учить. И поэтому несовпадение здесь, ну, это очевидное. И поэтому, да, действительно, есть, если бы, например, я был бы набирающим мастером, у меня бы училось бы, я не знаю, может быть, там, треть из сегодняшних абитуриентов. Но никто не может гарантировать им поступление в ГИТИС. То, что они уже пойдут с большим плюсом и с большой такой гарантией на поступление, да, это очевидно. Но никто не гарантирует им поступление. А по каким критериям вы оцениваете? Ну, во-первых, выбор литературного материала. Во-вторых, способность держаться на сцене. В-третьих, что очень важно, это темперамент. Потому что, наверное, там 90% сегодняшних абитуриентов начисто лишены темперамента. Просто, нет, конечно же, можно объяснить это волнением, там, усталостью или чем-нибудь. Но, знаете, темперамент не скрыть. И поэтому вот они выходят вялые, снулые, как рыбы, вот, и читают там что-то такое о любви. Этому не веришь, этому нельзя поверить. Вот, читают про там небо, и ты не видишь этого неба, потому что они не могут передать нам вот свое такое характерное ощущение того, что происходит вокруг, и прежде всего они не понимают самих себя. А многие из них очень юны для того, чтобы стать студентами ГИТИСа. То есть важно самому быть наполненным этим чувством, чтобы уметь его передавать? Безусловно, конечно. Есть достойная природа, которую всегда нужно заполнять искусством. Вот, здесь и искусства маловато, и природа подкачала, потому что и природа, и искусство должны как-то рука об руку идти для того, чтобы воспитать характер у этих людей, у этих детей, чтобы можно было бы ощутить свою самостоятельность и, главное, какую-то самость, чтобы идентифицировать себя, свое отличие от всех остальных. Этого нет. На самом деле сидишь и часами. Ой, вот сейчас я точно смогу. Ой, блин, нет, вот сейчас не смогу. А вот сейчас смогу. Нет, вот сейчас не смогу. И вот в таком состоянии мы с 6 утра находимся. А потом это все пронеслось просто вот так, как миг. Но вы довольны своим выступлением? На самом деле нет, если быть честной. Вот. Но реакция в целом была, по моему мнению, больше нейтральной или ближе к положительной, поэтому даже не знаю, что сказать. По ощущениям, есть же еще и женская интуиция, она, мне кажется, никогда не обманывает. Ой, вот женская интуиция в эти моменты всегда подводит. Она всегда просто не разговаривает с тобой, потому что ты сосредоточен на чем-то другом, и ты даже не стремишься ее использовать, а то мало ли что-нибудь хорошее услышишь. Ах, нет, я же не заслуживаю, я же такой-сякой. Если вы пройдете, расскажите о своих, вот пошагово, о своих планах в дальнейшем. Если я пройду, если пройду этот этап, вообще в целом, учиться, еще раз учиться. Я только за этим это все и делаю. Хочу всю жизнь этому посвятить и хочу всю жизнь в этом развиваться. Я пришел попробовать себя в первую очередь. Пройду ли я на следующий этап. И так как я хочу поступить на актерское искусство, ГИТИС. И я решил, что это хорошая возможность, чтобы проверить себя. Почему выбрали именно это направление?
Ну, потому что я с детства увлекаюсь этим, ну, мне интересно. Да, мне 24 года, но никогда ничего не поздно. Это все началось из-за того, что в детстве я посмотрел фильм «Дети-шпионы». Мне этот фильм очень сильно понравился, и я решил, что тоже хочу также сниматься в фильмах, выступать на сцене, работать в театре. Каждый участник старался показать свой талант и скрыть волнение. Жюри было строгим, но при этом каждый из его членов пытался подбодрить ребят и снять напряжение, настроить на позитив. Главное – талант и умение сыграть даже невозможное. Красиво подать это на блюде искусства. Судьи, имея за плечами многолетний опыт, знают, как выжать эмоцию даже у самых бывалых мастеров. Каждый год мы бываем здесь, и каждый год видим, что ребята очень способные, и мы желаем им удачи у нас в ГИТИСе и подходим индивидуально к каждому, потому что творческие способности – вещи индивидуальные, и здесь невозможно дать какую-то методичку, по которой все бы готовились. Общую, да, невозможно? Общую невозможно дать, это творческий подход к каждому, у каждого своя индивидуальность, и у каждого свои достоинства и недостатки, и педагоги стараются для каждого найти индивидуальные советы, которые ребятам помогут во время вступительных экзаменов. В прослушиваниях приняли участие ребята практически из всех субъектов Северокавказского федерального округа и не только. Напомним, что проект впервые был осуществлен в Ингушетии еще в 2003 году. С тех пор его провели уже 23 раза. Он объединил практически весь Кавказ, но всегда возвращается в родную Ингушетию. Пожелаем ребятам удачи и найти свой творческий путь. Пусть он будет легким и ярким. Весенний вечер музыки подарили жителям Сунжи артисты Центра театра, кино и креативных индустрий. Зрители не только внимательно слушали музыку, но и с удовольствием подпевали любимым песням. А некоторые даже танцевали зажигательную лезгинку, демонстрируя свой восторг и любовь к искусству. Одними из самых ярких номеров были выступления Марины Икажевой, заслуженного работника культуры Республики Ингушетия. И сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте, Марина. Доброго времени суток, Элиза. А пока еще все свежо, пока свежи ваши эмоции, поделитесь впечатлениями от концерта. Прежде всего радует то, что был полный зал. Это так здорово. И в основном зритель – это учащиеся школ, студенты, их педагоги. Радует, что молодежь уже начинает интересоваться музыкой, национальной музыкой. Меня это всегда радует, потому что я как представитель своей профессии, мне, конечно, важно, чтобы, когда ты творишь, да, и делаешь что-то, чтобы был отклик обязательно у зрителя. И когда это в лице молодежи, ты уже вызываешь эмоции, на твою песню, на твою лезгинку выходит молодежь и танцует. Радует то, что молодежь умеет танцевать, любит национальные танцы. Это очень здорово. Зимний вечер, весенний, они носят такой вот сезонный характер. Да. А скажите, насколько вам это близко и насколько композиции адаптированы именно ко времени года? Но у меня есть песня, которая вот именно как раз-таки сезонные. Вот «Керда Бясти» на слова Микаила Сапролиева прозвучала. При этом сам концерт был все-таки приурочен к 80-летию Великой Отечественной войны и защитникам нашей Родины. Прозвучала песня «Галгайкан», написанная мной и Илезом Евлоевым. Это такая песня, призыв патриотическим характером, на который как раз-таки молодежь очень сильно откликнулась. И меня это безумно радует. Это была своего рода такая премьера. Илез Евлоев пишет прекрасные стихи, на которые очень легко писать музыку, потому что если это лирика, то она такая цепляющая лирика. Там бывают такие ключевые слова, которые ты понимаешь, что они затронут сердце, не только мое сердце трогать, но и наверняка слушателя. У меня в разработке еще его две песни. Это уже «Галгайо»,
Чтобы все было справедливо, Да, чтобы да. никому обидно не было. Он говорит, раз есть песня «Галгайкан», то обязательно должна быть «Галгайо». Уже она в разработке. Я надеюсь, что в ближайшее время ее слушатель услышит. И лирика «Мехта Захатарыш» тоже на слова Ильеза Евлоева, за что ему огромное спасибо. А планируете ли снять видео? Как вот вообще артист выбирает те самые композиции, на которые он готов снять клип? Честно говоря, Элиз, в основном сейчас клипы снимают артисты на собственные ресурсы, да, к сожалению. Я бы хотела на эту песню, вот именно «Галайкан», снять клип, потому что, ну, мне кажется, эта песня призыв, характеризующая наш народ, наших мужчин, наших ребят. И мне бы очень хотелось сделать на нее хороший, красивый клип в горах, на фоне наших башен. Может быть, это кто-то скажет банально, но это наша история, это культура, это то, чем мы можем гордиться. И не так много народов, у которых есть такое культурное историческое наследие, как у нас. Это ода мужества и благородства. Да, да, да. Мне бы хотелось, конечно, сделать красивый клип. Вернемся к нашему концерту. Расскажите о той атмосфере, которую вы сейчас подчеркнули, да, то, что и молодежь, и старшее поколение, как бы они все бывают в этот момент, я бы сказала, на одной волне, да, такой вот праздник музыки, праздник творчества. Насколько вы видите эту динамику? Здорово, что есть программа «Пушкинская карта», которая позволяет ученикам, учащимся, студентам посещать вот такого рода концерты. И, что... Это сыграло свою роль? Конечно, я уверена, да, в большей степени, что ребята могут себе позволить. Но мы понимаем, что не все студенты могут пойти на концерт, да, а тут такая возможность. Динамика есть определенно. Я вижу интерес молодежи к музыке. Они по-другому начинают уже реагировать на музыку, на артистов. Потому что звучит не только ингушская музыка. Допустим, на весеннем вечере, да, звучала и музыка российских исполнителей. Это был живой звук, живое исполнение музыкантов и вокалистов, что безумно меня как музыканта очень радует. И были песни, на которые откликалась публика, молодежь подпевала. Это, конечно, дорогого стоит, на мой взгляд. А насколько мне известно, в вашем центре сейчас проводится конкурс. Расскажите подробнее. У нас в центре проходит ежегодный республиканский фестиваль «Молодые голоса Ингушетии». Это вокально-инструментальный конкурс, в котором принимают участие как дети, так и молодые исполнители. Ограничения возрастные есть? Есть, там есть ограничения. Есть инструментальные выступления, хореографические и вокальные. 19 числа будет полуфинал. И меня, конечно, очень радует, что это такая возможность для молодых исполнителей, ребят проявить себя и при этом еще получить вознаграждение. Там, приятное с полезным. Да, приятное с полезным. Я не помню, какие суммы идут для победителей, но это вознаграждение они получат в любом случае. Но меня радует, что интерес к музыке у нас в республике все-таки еще есть, и он потихонечку растет. И что для молодых исполнителей есть такая площадка, где они могут себя показать не только там дома, например, да, но здесь в республике, и потом уже двигаться дальше. А на каком этапе сейчас сам конкурс? Ну, уже он на этапе обработки, это полуфинал, уже есть... Видение, да? Да, видение, кто, скорее всего, займет призовое место, потому что, ну, наверняка, вот, ну, как сказать, уже в конце конкурса ты видишь, кто фаворит. Поэтому я надеюсь на объективность жюри, я включена в состав жюри, и постараемся, чтобы самые лучшие стали победителями, ну, чтобы это было объективно и справедливое решение жюри. Я на это рассчитываю. Марина, спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи в работе. Баркал Гаврясхал. Посуда в национальном стиле. В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова прошла необычная выставка. Посетители имели возможность познакомиться с уникальными работами мастеров декоративно-прикладного искусства региона, бережно сохраняющих традиции и передающих из поколения в поколение секреты мастерства. На выставке были представлены уникальные работы, отражающие богатство ингушской культуры. Это посуда, предметы быта и домашнего обихода, выполненные в национальном стиле. Ингушский колорит, который нашел воплощение в деталях, не оставил равнодушным никого.
Напомним, что по всей стране действует федеральная программа «Пушкинская карта», которая дает возможность молодежи посещать культурно-развлекательные мероприятия за счет государства. Поясним некоторые вопросы, связанные с проектом. Без учетной записи на госуслугах оформить Пушкинскую карту не получится. Вы можете самостоятельно создать учетную запись или обратиться в банк. Тогда учетная запись будет создана в процессе выпуска карты. С 2021 года Пушкинскую карту выпускает Почта Банк. Обратите внимание, что учетная запись должна быть подтвержденной. Могут ли родители оформить Пушкинскую карту за ребенка? Родители могут помочь ребенку зарегистрировать подтвержденную учетную запись на госуслугах, но ребенок оформляет Пушкинскую карту на свое имя, используя свою учетную запись. Будет ли у карты пин-код? Для виртуальной карты пин-код не предусмотрен. Пластиковая карта выпускается с пин-кодом, который приходит в СМС после активации карты. Сменить его можно в банкомате банка, который выпустил карту. Можно ли самостоятельно пополнить Пушкинскую карту? Пушкинскую карту пополняет только государство. Перевести на нее деньги с других карт или пополнить через банкомат нельзя. Будут ли накапливаться деньги на Пушкинской карте? Лимит денежных средств возобновляется с 1 января каждого года. Размер лимита на год устанавливает государство в правилах программы предоставления субсидий по Пушкинской карте. Неиспользованный лимит за предыдущий год сохранится на карте и будет увеличен до суммы лимита, установленного на текущий год. В 2025 году лимит по Пушкинской карте составляет 5000 рублей. Можно ли купить билет за лимит текущего года на мероприятие будущего? Да, можно. Что делать, если не удается приобрести билет по карте или списали не ту сумму? Обратитесь в банк, который выпустил вашу карту. В 2025 году Пушкинскую карту выпускает Почта Банк. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире телеканала «Магаз». Всего вам самого доброго.